На уличных стихийных рынках столицы Коми появилась первая морожка. В этом году ягоды на болотах много. Лесной деликатес собирают и под Сыктывкаром, и в соседних районах. Местами уже выходит и черника, и дикая малина. Правда, по словам любителей тихой охоты, в этом году уж слишком много комаров, так что проблем со сбором дикоросов больше. Все свои риски жители Коми вкладывают в цену. Она, кстати, в этом году очень разнится в зависимости от района. Елена Кононова в выходные тоже собирается в лес. Сбор дикоросов – семейный бизнес Валентины Ремезовой. В лесу женщина со старшим сыном работает уже неделю. На радость жителей села Мандаль Сыктывдинского района морожка в этом году пошла рано. Правда, пока не набрала своей обычной силы. По качеству, конечно, не важное. В прошлом году было качество лучше из-за погоды. А сезон пока только начали. Все пока не знаем, как закончится. Это будет в конце, где-то недели через 2. Цены на морожку, продают ее на стихийных рынках литрами, колеблются. Кто-то просит 350 рублей, кто-то за 300. Самая дорогая ягода в Прилузском районе. Торговцам на трассе придется отдать 400 рублей за литр. Примерно столько же стоит и черника, потому что ее пока мало. Это очень тяжкий труд, а все просят дешевле. Я говорю, походите с нашей-то как. Это я с 8 до 5 вечера собирала 4 литра черники. Нету ее. И все просят дешевле, дешевле. Оранжевое лесное лакомство привлекает не только любителей тихой охоты, но и биологов в Коми. Ученые региона активно изучают и саму ягоду, и места, где ее собирают. Морожка растет в Коми в разных экологических условиях. В средней тайге Сыктывдинского и Троицко-Печорского района, на болотах Усть-Цыльмы, на участках крупнобугристой тундры Воркуты. Во всех зонах в этом году фаза цветения началась раньше срока. Правда, биологи и жители Коми ходят разными тропами, но, по словам старожилов, этим летом урожай морожки радует. Ягоды хватит и для научных опытов, и для зимних заготовок. Елена Кононова, Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.